А вон Саня же есть у нас. Будешь тоже, Саня, снимать, значит. А? Тоже будешь снимать. Что делать? Снимать будешь. Делать мне нечего, я вообще-то повар сегодня. Ты сегодня и работник, между прочим. Раз, два, поехали. Всем привет! И с вами снова я, Александр Бабков. Сегодня у нас приятный субботний день, где мы отдыхаем с моими друзьями на пикничке. А повод этому гулянию является вот этот автомобиль Honda CR-V. Пока я перейду на шашлык, я вам расскажу немного о ее истории. Это автомобиль 95-го года, первое поколение Honda CR-V. Потом был... Меня, наверное, не слышно сейчас, когда я разговариваю, да? Оба, отойдем к машине. Первое поколение этого автомобиля, пойдемте поближе. Первое поколение этого автомобиля. Потом пошел небольшой рестайлинг, немножко увеличили мощь на моторе, ну и немножко изменили внешность. Там незначительно, совершенно незначительно. Автомобиль для путешествий, для пикников, где мы сейчас и находимся. Вы скажете мне, какого черта я опять перешел к таким автомобилям простым, невзрачным, но много людей ездят на таких автомобилях, они, может быть, будет мой отзыв кому-то полезен. Итак, кузов универсал. CR-V в переводе означает универсал для путешествий, как я уже и говорил. Интересной особенностью здесь является его внедорожные небольшие примочки. На новых CR-V, на ваших кроссоверах вы такого не увидите. Кенгурин спереди, запаска сзади. Все очень интересно. Про привод сказать. Вообще отличие, это изначально первый такой, знаете, кроссовер, который пошел. RAV4 того поколения был с постоянным полным приводом, а здесь постоянно передний привод и подключаемая задняя ось при помощи Dual Pump System DPS Honda. Два насоса при пропульсовке передних колес. При пропульсовке передних колес подключается задний. Давление потом падает, задний включается, все нормально. Когда передний перестает буксовать. Итак, ну, как вы знаете, есть Honda HR-V еще, но она более меньше классом. Вот она стоит. Да, вон она рядом. Она более совсем другого класса, она меньше и так далее. Ну, в общем, это именно такой большой кроссовер. Итак, давайте посмотрим на внешность. Большие колеса. Про ходовую часть у нее джиперская ходовая часть, на самом деле. Сзади у нее многорычажка. Спереди два рычага. Из болезней по ходовке это по нашим дорогам ездишь, колеса стоят домиком, пружины проседают, слабоват немножко для такого размера кузова, она все-таки тяжелая. Теперь пойдем шашлыки проверим. Шашлыки проверим, точно. Шашлыки проверим. Может, даже закончилось уже. Горят шашлыки? Да. Ты там про шашлык не забыл? Забыл. Падла. Сейчас мы... Сгорел нахуй. Да, да. Нормально, нормально, нормально. Шучу я, нормально. Продолжим. Двигатель. Пойдемте к двигателю. Давайте. Двигатель здесь B20B. Никогда не получил втека, как все Хонды того времени. Ну, как бы, со временем все, здесь даже после рестайлинга они появились 130 лошадиных сил, после рестайлинга 150. Очень надежный мотор. Легендарная B-серия моторов на Civic EQ9. Был мотор 1.6, у которого было 185 лошадиных сил. Это очень мощно, с атмосферного мотора. Пойдемте в салон. В салоне, как вы видите, машина говорит о пикниках, как вы только садитесь. Замечательный стол с 4 подстаканниками. Можете прямо вот здесь сесть и сидеть кушать. Много места, много всяких кармашков. Все такое вот. Высоко сижу, далеко гляжу. Пойдем посмотрим сзади. Как видите, сзади очень много места. Я сижу в развалочку. Задние сиденья также ложатся, складываются и так далее. Вот эти ручки очень удобно, чтобы говорит о джиперских таких, знаете, вот намек на джипах, чтобы удобно было сгладить. Удобная такая какая-то кожаная вставка, очень интересная. Вот, багажник.
багажник. Как он открывается? Как открывается багажник? Багажник открывается интересным способом. Сначала открываем стекло. Вот так. То есть удобно уже под дождем прятаться, когда вы что-то ложите. И вот здесь, где-то здесь есть ручка. Открывается вот так. Опять-таки джиперская дверь. Открывается в бок. Ну, извините за такой хлам, но немножко мы скажете, опять какого хрена ты взял все такое грязное и старое, но так уж вышло, простите. Большой вместительный багажник, в общем-то. Пойдем еще раз шашлыки проверим. Пойдем шашлыки проверим, а то еще опять сгорят. Оп, Да. Да. Да, он все готов. Шашлык готов. Шашлык готов. И это что? Куда мы его положим? На холодильник. Он не сплавится? О, блядь, в натуре. Я хочу поехать уже. Сань, выходи тогда. Сейчас мы передадим шашлык нашему независимому эксперту автомобилей. Этот человек, профессор. Третий человек. Наук, наш суперагент. Смотрите, человек бегает. Видите, приятная погодка сегодня. Люди бегают. Оба. Да ничего, вырежу. Ничего, мы это вырежем. Пойдемте в палатку просто передадим шашлык. Да. Люди все-таки отдыхают и будем им мешать. Александр, пожалуйста, примите шашлык. Здравствуйте. я должен держать это, что ли? Да, унести это куда-нибудь. Вы снимаете. Саня, пару слов. Пару слов о том, чем мы тут занимаемся. Не подходи так близко, заебал. Давай, говори. Расчеши брови, Саш. Скажи пару слов о том, что мы сейчас тут делаем. У нас пикник. Погромче. У нас пикник. Стой на месте, Хорошо. не двигайся, окей? Я стою, не двигаюсь. И смотрю по сторонам. Ух ты. Вот это тачки. Да похуй на них. Его снимай, его снимай. Тачки, первым сделаем. Ладно. Все, окей. Говори. Вот. Мы покушали Плотно? плотно. И хотим с гордостью поздравить с 1 сентября. С третьим. С 3 сентября. Всех, кто Новый перелистнул сегодня календарь. Вот. Теперь моя Ну очередь всё, снимать. мы смотрим вдаль. И трогаемся. Снимаем с ручника. Ручник, кстати, очень интересный. И трогаемся. Вот такой вот наш джипик. Итак, что хочется сказать про ходовую часть. Вообще очень придумали ходовку для того, чтобы вы ехали за городом, по трассе, то есть по асфальтированной дороге очень комфортно. И в то же время вот на таком бездорожье вы могли объехать любого переднеприводного или заднеприводного автомобиля, чтобы вы могли спокойно проехать на место вашего отдыха. Вообще, это единственное поколение CR-V, которое реально похоже на какой-то кроссовер. Следующий уже много электроники, и на них уже не поедешь вот так вот, на самом деле. Уже было бы жалко, он был бы низкий. А здесь это довольно-таки интересный автомобиль. С хорошим двигателем Honda, очень надежная B-серия, как я уже это говорил. В салоне приятно сидеть, ничего не скажешь, что машина там 95-96 года, в принципе, все есть. Все 4 стеклоподъемника, они открываются, очень интересно, кстати. Они расположены у вас на приборной, на торпеде, получается. Вот вы едете, поднимаетесь в гору без проблем. И удобно тем, что расход топлива здесь, так как она машина постоянно переднеприводная, вы в городе не сильно много топлива потребляете, а на бездорожье у вас при пропульсовке просто включаются задние колеса. Вот и все. Очень простая и хорошая система. Мы сегодня отдыхаем, поэтому мы слишком не будем внедряться в такие подробности. Да, Просто покайфуем природой, посмотрим на вот эти незабываемую красоту какого-то поля. Если посмотреть туда, вот посмотрите на уже такую осенняя пора у нас. Уже все желтеет, немножко грустно на душе, что лето наше и так короткое уже закончилось. Пора уже зимовать, а зима у нас, сами знаете, суровая. Ничего не будет, этой красоты вы не увидите, к сожалению. Поэтому мы вот кайфуем, пока есть, собственно, время. Что сказать еще? Хорошо идет, двигателя хватает, в принципе. Очень унисекс автомобиль. Ездит женщина, может ездить парень. Хороший автомобиль. Это не такой суровый джип там со спартанским салоном, но и не
маленький универсальчик, в котором вы не сможете вот так поездить, как я сейчас здесь еду. Вот люди тоже отдыхают так же, как мы, собственно говоря. У них даже есть собачка, у нас нету, к сожалению, собачки. Вот мяч, у нас тоже есть мяч, я не поиграл. Но он не более подготовлен, у них есть стол. Что еще? Они нас смотрят, кстати. Привет этим людям, если вы будете нас смотреть. Извините, пожалуйста, мы помешали вашему отдыху. Василий, Да. что ты, твое впечатление о автомобиле? Как тебе? Ну, я, конечно, не знаток, как вы, ребята, в автомобиле. Ну, по комфорту скажу, что машина очень идеально подходит для деревень. Я скажу так. Для не слишком молодых людей, но более-менее пожилых. Ну, так, скажем. Ну, людей среднего возраста. Да. Кому не нужна скорость, кому более-менее насрать на комфорт и на все подобные вещи. А так, в целом, неплохо. Но, по идее, нужно еще побольше проездить. Ну, там, пару деньков или по трассе проехать. Чтобы понять. По пару часов, да, чтобы понять, в чем плюсы и минусы. А вот так, при беглом взгляде, ну, тачка средняя, середнячок. Середнячок, да. Хороший середнячок. Это чисто мое мнение от оператора, а мнение нашего обзорщика может отличаться от моего. Как я и говорил, что, в принципе, я говорил, что Prado как пара джинс, здесь, в принципе, то же самое, ну, я сравню не с джинсами, а с кроссовками. То есть, в принципе, в городе он очень удобен. За городом, как видите, мы едем без проблем. Согласен, да, по проходимости это не рама все-таки, там не какая-то, не зверский какой-нибудь джип. Это простой обычный кроссовер. Но это кроссовер, именно первый вот этот кроссовер, который, от кого и пошло слово кроссовер. Универсал повышенной проходимости. Я думаю, на этом стоит закончить наш замечательный обзорчик и перейти нам, собственно, к отдыху. И ответим на парочку ваших На парочку вопросов мы ответим Да. чуть позже. В общем-то, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, сильно не ругайте, ребят. Ну, не всегда есть возможность подобрать хорошую машину. Мы, как бы, нам не звонят в салон, говорят: Сашка, протестируй наш новый Pajero Sport, например. Нам говорят, мы просто находим своих друзей, знакомых, интересные, так стараемся искать более интересные машины, о которых можно что-то рассказать. Вот. Так что не ругайте нас, не пинайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все. Всем пока. Пиздики мелкие. С чего начать-то нашу беседу? Начнем мы, пожалуй, с ваших приятных моментов, которые вы говорите. Поддерживайте нас. Спасибо. Мы очень ценим это. Спасибо. Так.